Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у нас в гостях Спадар Антось, історик з Польщі, який має смоленські і білоруські корені. Приємного прогляду. Добрий день, Антось. Вельми приємно познайомитися з вами. Мам надію, що у нас атрымаецца вельми цікава розмова. Так само вельми приємно. Расскажите, калі ласка, як ваше расійскае грамадзянство і вопыт жыцця в Москве паўплывала на успрыманне беларускай культуры і мовы? Все пошло с того, что я цікавлюсь историей, цікавлюсь своими коренями. Мои корени польские, белорусские и по боку бабчі из Украины. Там с іншого боку так само татарські, але это уже щось інше. И мне насамрэч бабча ведала трошки словы польскі, украінскі, и они так само подобные на беларускі. И матка мне штосьці апавядала, и я стал этим цікавіцца. Насамрэч в дому по-расійску люди размаўлялі, але я сам стал шукаць какие-то книги в интернете. Я Караткевича нават тогда читал тады. И один раз я познаёмился с таким сябром, на дальнім сябру, мое на імя Сержук, и на экскурсии белорусскомовной по Москве. Я ніколі ничего такого не бачил. Это было в 2017 годзе, напэвна. И тады я пачал з ним размаўляць, и мова беларуская вельмі прыемная, нескладаная, и ведлук, як мне здаецца, вельмі лагічная. И ей насамрэч не тяжело научиться. И тогда еще я ходил в Москве до костела католического послухать молитвы на польской мове. И там были казания, молитвы по-польску, по-лачинску и по-российску. Але был там один человек, якой продавал мед. Это был белорус з Гродзенщины. Я с ним размовлял по-белоруску, и это 5 сустрэч с ним так само мне допомогли. Позднее я уже стал размовлять больше, и зараз маю больше сяброў з Беларусі. И с ним постійно коммуникую белорусской мовой с ними. Так, як давно вы в Польше? Я уже больше за 6 годов живу в Польше. Есть легальный побыт, и я маю корені, але зараз не могу удоводнить всего, потому что там часть документов в России так и засталась, и я маю корені мешаные, как человек есть вельми мешаный. Але у Польшчы беларуская мова мне допомогла польскую зразумець. Хотя вядома, что каждая мова розная, и беларуская таксама іншая. Ёсць нават слова, якія в польскай падобныя да расійскай, а беларускай они свои. Натомест агульная, не ведаю, як апаведаць дакладна, складанка здань мне допомогла, и шмат часовников подобных глаголов у нас. А як ваш цяперашні вопыт жыцця в Польше ўплывае на ваше ўспрыманне беларускай, расійскай культуры? Я могу поведать, сказать то, что культуры и польской, и российской, и белорусской, и украинской, и іншие мают какой-то свой фундамент, и часами тяжко пораўнываць. Натомест для мяне беларуская мова и беларускае ўспрыняцце жыцця трошки ближе до польского, чым до расійского. И нават у Беларусі православных трошки больше, чем католиков, але это не ўплывает. Натомест поляки, украинцы и расейцы больше импульсивные, чем белорусы. Белорусы вельми померковные. Я тут и не хотел бы замоцна критиковать, але на мой погляд, то есть моим зданием, мое мнение, то, что белорусам бракует, не хапает внутренней агрессии часами, внутреннего имкнения. И это не маю на увазе биться с АМАПом, а нават в пытаниях мовы и так далее. Есть белорусскомовные люди, якія боятся абразить российскомовных. И для меня это дивно. Нема жодного поляка, якой бы размаўлял по-немецку. Акрамя немцев с Аполя, регион Аполя, у нас есть воеводство. Российцы все размаўляют по-российски. Украинцы, там есть российскомовные, но по войне якось больше стало по-украинску размаўлять, и так само ставится иначе. А на Беларуси надаль есть шмат эмиграции, якая тыпова российскомовная, и
якби я російською відомо ведаю, я там народився, але для мене дивно, це, як би povedať, абыякавасць да культуры. І, на жаль, у беларусаў я гэта часто сустракаю часцей, ніж у іншых народаў. А што вас цікавіць у гісторыі смаленскай шляхты, як звязана з вашай сям'ёй шляхецкая? Ну, у меня нема родовода такого, как бы я зараз показал бы документы и статуты, и я маю корени розные, так не шляхта у меня по отцу, по деду. И я в этом упевненный, потому что у нас были, кроме моей фамилии, есть такая еще линия по прабабче Юхновцы, Юхновичина, вот я памятаю, что там Юхнов есть нават место, город. Это на межи Смоленской и Калужской воеводств, ну, областей. И там шмат было шляхты польской, хотя на самом деле она была литовская, чи белорусская. Сенс в тым, что як бы дивно это не гучало, подчас царя был там момент полонизации. Там появился костел. Костел, я там был, в Смоленску, в этом костеле, он зараз зачинений, напевно. Але католики там были еще перед революцией, там на початку 20 века, столетия. И там были, я бачив разные данные, то, что понад 5-6% жихаров были католиками, нібы поляками. Ну, але я думаю, что часть из них была больше белорусами, чем поляками. Просто была на тле русификации еще и полонизация. Ну, бо белорусы, в ogóle імперії белорусов знищали найбольш, чем інших народов. На жаль, але, ну, моим зданием так. Вот. И моя цікавленность была такая, то, что я нашел там нават один герб, нашел там ведаю, где моя прабабча, где отец прабабчи жил. И так само по большевиках там уже нема жадных меней, потому что они были, у них был статус от дворян, то значит, что были ранее шляхты. Потому что дворян московских, бояр там, ну, амаль ніколі не было. И еще по Дивулинскому перемирию не сдается, то, что часть польской шляхты там засталась, але тогда Смоленск отошел снова до Речи Посполитой. А позднее уже по Смоленской войне еще больше шляхта заставалась на этих землях. Это были часы 17 века, когда такие люди, как лесовчицы и іншие были авантюристами, они могли служить и Польше, и российскому царю на самом деле. То есть я не маю на увазі, что мои продки шляхетные 100%, потому что шляхта, так само как Могилевщина, Орша, под Могилевым у меня так само есть корни. Там одна тетка жила. И за Оршей, Смоленск, там было шмат холоты. Холоты – это бедная шляхта с малыми землями и малое золото. Але они имели статус и воевали. Вот так могу поведать. А якія аспекты гісторыі культуры Великого княства Літоўскага Речі Посполитой вас асабіста цікавяць? Ну, два аспекта. Один, тому что ну, этот спор между белорусами и литвинами, литовцами по походжению Гедемина и Миндовка. И там есть, например, Полоцкое княство, яким литвины не вспоминают, а в России так само. У них есть, ну, они уважают, что это их. Але мне цікавить інший так само період, окрес часов Єгелонов, часов перед Унией Люблинской, 16 стагодия, 15 стагодия. И что мне так само было цікаво, тому что не было докладно окрещенных меж княства Литовского. Оно проходило и до Можайска, и Брянские земли там так само были. Хотя зараз мало криниц, мало жудел об этом. Натомість іншие жудла российские криницы так само не існують. Это граница Московского царства, она проходила недалеко Калуги. И там было еще город Белев, и мои продки могли быть так само там. Так и зараз уже я згубил информацию. А Белев это хіба помежду Калугой и Тулой. Там было пограничье, и позднее Алексей Михайлович, царь Романов,
вот воевал это себе, и там было какое-то малое княжество автономное. Это я пам'ятаю з історії. Ну і так само в Росії мало досліджень, тому що це може невигідно, або просто не цікаве. А в Білорусі мало досліджень регіональних, там Смоленська і інших земель. Люди більше скупають увагу на Вільні, або на таких городах, як Гродзенщина, там, де зараз просто більше білоруського міра досталось. Так. А як ви бачите перспективи ініціативи Міжмор'я і її вплив на країни регіону? Ну, я вам навіть трохи ведаю Міжмор'ю, тому що в Польщі шмат дослідників. І окремя Міжмор'я і союзів там не тільки воєнно-політичних, а просто культуровий союз. Я би запропонував у Польщі стопню. Тому що якби не хочу яскраво тут кидатися словами. Хоча з іншого боку, ну, самі бачимо часи війни, наприклад, зараз на тлі Курська, російсько-українська війна, і невідомо чим що кончиться. Мабуть, просто не буде держав таких, які ми ведаємо сьогодні, і тоді повстають нові, але я прихильник союзу більш культурно-ментального, натомість ну, треба повідати, що зараз є велика пропасть, тому що польський народ так само не до конца європейці заходнього типу. Тим більше зараз Заходня Європа більш марксистська, більш якби менш традиційна. Это не российская пропаганда, это так само шпат поляков так уважают. Ну, амаль все мои знакомые. И политика миграційна, меншинств і інше на Західній Європі і Сходній ну, зовсім інше. Сходня Європа більш реалістично бачить, глядить на події. І в Польщі люди розуміють, що за межами йде війна, і крім цієї війни існують так само інші конфлікти. І треба робити якісь можливі союзи. Натомість, окремя Міжмор'я існує проєкт так само Троємор'я. А таким великим союзом до Болгарии, Румынии и Хорватии, потому что это такая один из варств польского панславизма. Тут есть российский панславизм, он пророссийский, польский инший. Есть еще чешский. Ну и эти перспективы, они на мой погляд актуальны 100 годов тому и актуальны зараз. А як это будет выглядать, ну, тяжко поведать. Тяжело. А які країни, на ваш погляд, повинні входити в Союз Міжмор'я? Каб атрымалось, каб Беларусь мела там інший погляд, я маю на увазі афіцыйнай владзе, так, то Польша, Беларусь, Украіна, Літва, гэта як бы 4 найбольш фундаментальных і падставовых краіны, які маглі бы співпрацаваць. Хаця, я думаю, люди ў Беларусі і іншых краінах таксама не ведаюць о праблемах польско-літоўскай гісторыі. Акрамя бунта Жаліговскага, ёсць іншыя падзеі. Фактично, в речисності в 19 року, ну, маю на увазі 1919 году, была польско-литовская война помежная. То есть не только бунт Жаліговского, а еще іншие кампании. И это не глядячи на небезпеку з боку большевиков або немцев поздней. Насамрэч, союз этот, я его прихильник, але неможливо збудувати це за 1, за 2 года, за 5 навіть. Тому що зараз літвіни мають трошки про німецьку думку, і шмат літвінів працюють за границей, шмат поляків так само працюють за границей, але в Польщі маємо тенденцію поврацення людей, чи вони вертаються. А Литва і Латвія – це держави, у яких максимальний отток насельництва за останні 20 років. І на Литві я був, мені там сподобалось. І там навіть люди по-польську розмовляють. Ну, по-білоруську вже тяжко знали. Можна знайти білорусів, які мігрували, тому що в Вільні їх шмат. Але літвін мають литовську мову, і я її шаную так само, я трошки ведаю литовські слова, хоча вони інші, ніж славянські.
але там шмат таксама і рускага міра. Я ўжо малчу пра Латвію, но на Літве таксама, там Вільні і в іншых местах, гарадах. Ну і, на жаль, расійскаязычныя беларусы з савецкай ментальнасцю там таксама мешкаюць. І як бы літвіны не бачаць перспектыв. С одного боку поляки, для них поляки больше подметовывают, они попросту веньшие, и литвины хотят больше равноправия в этом иметь. С іншого боку, белорусы и литвины не разумеют, что белорусы это белорусы и блытают это с русским миром. На жаль. Вот так. Але еще могу поведать, если это цікаво, тому что есть проекты Тройможа, как там входила и Венгрия, и Словакия, и Чехия, и Румуния, Болгария, з іншого боку Хорватия. Был проект с Австрией, але это помылка. Напевно, славянские краины не будут с немцами влучаться. Тем больше, что Австрия, так само как Швейцария и Германия, у них свой проект культурно-языковый. То, что я думаю, это больше восточнославянские и восточноевропейские краины, всподнеевропейские. Они могут долучиться до Балто-Черноморского союза або Междуморья. А які основні мети і задачі ви бачите для такого союзу? Один из метов – это ментально-культуровое поразумение, и люди повинны якось так, не шукать тут междуславянских языков и новых виналясков, але разумець, калі польская гаспадарка и польская сила будет более потужной, то может варто ведать польскую мову для іншых, хотя іншым может это не сподобаться. Но варто передусім презентовать свою власную культуру, украинцам украинскую, белорусам белорусскую. Это первая мета. Другая мета – это знайти поразумение, потому что, например, окромя русского мира, Европы, есть непоразумение польской и украинской стороны на тле Волынью и войны, Другой сусветной войны. Там не только Волынь, там была и с боку украинцев, и с боку поляков резня, например, але была так само резня в Малопольске Сходней. И на этом тле шмат людей хотят знать поразумение, але они повинны, украинский бок повинен признать певные речи польские, и польский повинен быть, на мой погляд, более лагодный там. Потому что у нас есть разные политики, шмат людей адекватные, але есть и более радикалы. Але тут іншая проблема гістарычная, например, помежду літвінамі, беларусінамі, беларусамі завжди будет гэты спор, я думаю, на тле Великого княства Литовского. Але нема нічога немажлівага, там третья мета, гэта более wspólная гаспадарка, например, потому что на Украине, как не было войны, там шмат полей и виробництво, например, хлеба. Беларускі гаспадарка таксама добрая молочка, і я памятаю, калі еще были лепшие часы, то мне шмат людей в Польше казало, что белорусские продукты люди закупали. Там, например, Чехии продукуют кафолу и іншие напои. Так само, мы больше бы коммуниковали, могли бы больше не залежать, а не от хинских, а не от американских продуктов, там, а не от российского бензина, например, позднее. И это нормальная, неагрессивная мета, это в нормальном сенсе вольность господарча. Але, четвертая мета, это уже, я бы не казал про спільную валюту, але, какие-то спільные проекты панствовые, державные. Я думаю, что это уже такая, вельми глубокая размова. А як, по вашому меркаванню, спадщина Речі Посполитої впливає на сучасне розуміння і перспективи міжмов'я? Я думаю, что она аккурат позитивно впливає, в добром сенсі, тому що это, насамрэч, на нашей спадщине все и трымаецца. Потому что нас делили и немцы, и часы и Российская империума была, или русификация Белоруссии, позднее были іншие войны, там Другая сусветная война, Первая сусветная война. А чему я так само вспоминаю о немцах, пробовали германизовать, например, Поморье. Я мешкаю недалеко Поморья, Поможа.
і регіони польські надаль трошки розниця. Там перспектива спадчыны Речи Посполитой и, власне, не только Великого княжества Литовского, а Речи Посполитой агульно, они вельми важны, потому что они отверчедляют, адлюстровывают в каком-то стопні менталитет, культуру, ну, як бы я казал, наши мовы так само более подобны. Белорусская более подобная на польскую, чем на российскую, хотя из российской так само есть подобенство. Я ведаю, что все славянские мовы мають щось спільного, это нормально. Натомість, наприклад, литовская уже інша. І мова літвінів для мене цікава, і я з шацунком ставлюся до неї, ну, з поважанням. Але бачно, що вона мова балтська і більш нова. Натомість мова білоруська – це мова Литви, мова статутів, мова Скоріни, мова навіть Симона Полоцького, який пізніше в Москві мешкав. І православних місіоністів, навіть мова білоруська, так само, як і польські слова, вони переходили на восход. Ну, українська мова так само вельми подобна до білоруської, але там чуть зовсім інну вимогу. Там в українській мові шмат літери І, в білоруській А. І так то є. Ну, на тлі цієї мови, кухні навіть подобної, в якому-то стопню поміж нами. Ну, всі ведають польські пироги слинні. А на Украине есть подобные вареники, наприклад. Не ведаю, як зараз в Беларусі едут, едят бігас, тому що мой один из сябра казал, что так, але мне здається, что это больше польская кухня. Ну, на заходе Беларуси так. Ну, на заходе есть. То есть это нема такой, ну, трвалой докладной межи. Наприклад, не ведаю, человек с Таджикистана до Узбекистана поедет, это мусульманские краины, обои краи мели советский и радецкий досвед, але насамрэч на узбецы это тюркійская мова, таджицы это перская. И, ну, я был в Казахстане и в иных краях, але Узбекистан, Таджикистан так само трохи веду, они іншие. И а у нас як бы трудно, тяжко знайти межу докладную. Там Белосток так выглядает, как Беларусь. Хотя, ну, люди больше польские. Але, наприклад, шмат поляков Новогрудку я ведаю, что в Беларуси мешкало на Гродзенщине и в иных местах. В Виленщине, надаль есть белорусы, только некоторые из них литвинизировали. Але у нас нема такой межи, так само Поліщуки. Поліщуки – это белорусы альбо украинцы? Я не ведаю, як бы вы их назвали. Для меня белорусы. Ну, мабуть, тому що ми розмовляємо Білорусі, але, наприклад, на теренах Волиня і інших областей українських, вони вже більше українські, але це так само Поліщуки. Тобто, є білоруси, є українці, і поміж ними такий пас мішаної мови, мішаної культури. І там навіть я шмат чув їх розмови, там русифікації мало. Русифікація, на жаль, в Бресті є. Так? Ну, в Бресті люди по-російську говорять більше, ніж в Могилеві. Я коли був в Могилеві, я шмат з ким намагався по-беларуску розмовляти, і у мене атрымалось. Але коли я пішов в костел, мені відказували по-польську. Так. Тому що одразу на польську переходять, або я маю таку так само дивну вимову, і люди розмишляли, що я з Польщі. Но в Минску уже гожей. Я был в 19-м году, я прошлый раз на Беларуси. Вот, я могу в этом поведать. Ну и так само я размовлял с молодежью, больше людей стало отказывать по-белоруску, нормально, не чули себе дивно. Але бачно было, что каждый бы хотел со мной по-российску почать говорить, так? Ну, не одразу по-белоруску. То я сам так намагался. Найлепей было в книгарнях. Вот, в книгарнях люди ведают мову добра. А так на вулиці, на припинку, в автобусі, то так. Але добре, що ніхто не був до мене агресивний. Всі розмовляли по-білоруську. Мабуть, вони чули, що я не до кінця по-білоруську розмовляю. Їм було це цікаво. Ось. Так виглядало. Я думаю, я відказав на це питання. Так. Які виклики можуть постати перед країнами і удільниками в випадку створення такого союзу? Як Россия? Ну, я уже это вспоминал, и потому что и не только Россия, Заход, там, Китай, немцы, а нават поміж Польшою и Украиной повинно быть порозумение.
Тому що ну, це стосунки історично, они насамрэч мають проблему у обоих краін. Просто ну, некоторые люди з Беларусі, они так не интересуются гэтым шмат. І выклікі, там ёсць, напрыклад, ахвяры Волыню, і трэба выкапаць. І польскі бок этого намагаецца, я цалкам это разумею. Можна еще зразумець, што падчас вайны это цяжало, але пазней трэба гэта зрабіць. Ну, беларускага боку это курапаты, і шмат беларускіх гісторыкаў, альбо еще часа Зенона Пазняка, я памятаю, што шмат артикулов написал, але ў Польшчы люди мало ведают о курапатах. А я, як меркую, я думаю, что трэба больше об этом оповедать, и как мы ведали, что режимы тоталитарные, немецкие, и советские, там шмат людей забивали, сиротки якіх были поляки, альбо люди польско-белорусского походження. И была интеллигенция. В Курапатах я там уже не был, але я памятаю, 19-й год был так крыжалом, так званый. Там ставили реставрацию и крыжи снесли. Якби белорусская сторона больше бы об этом бы говорила, поляки бы больше разумели. Тем больше польская краина, она надаль, она до сих пор так, покуль еще христианская. И все выклики змагания христиан, католиков, вот православных, так само близкие сердцу поляков. Например, белорусская оппозиция, я не буду зараз называть назвиски, фамилии, так просто огульно. И она шмат говорит о демократии, каких-то европейских каштовностях. И для большинства поляков, тут мова не идет, что они правицовые, левицовые. Для большинства поляков важно не это. Аккурат важно зразумець, что беларусы як народ павінны існець, что павінны шановаць свою мову, змагацца за нее, о справах ахвяр, политвязнев больше говорить, а не о демократии, что хотим жить как в Европе, а то, что мы есть, мы народ, мы маем свою историю, свою спадчыну и близкую до Речи Посполитой. Это было бы добрым впливом психологичным на поляков. А зараз, уже 3 года, 4 минуло, так, от 20-го года, аккурат был Сегодня 4 года. Так, аккурат так трофило. Я думал, что завтра, вчера, добре, 9-го. И шмат людей в Польше, они спілчують, разумеют ситуацию, але не все. И відомо, что в Польше там меньше ніж 1%, як був Лукашенко спирал. Все люди разумеют, что белорусы хотят лепшего жития и мають на это право. Але люди не разумеют, чего хотят белорусы. Так? Ну, и люди бачат российскомовных белорусов с советской ментальностью, або таких прозападных, які хотят выглядеть как европейцы. Они не разумеют, о чем идет мова. И это не только то, что я трошки навязываю свою опинию, але я же шмат размовляю с моими сябрами польскими. И все говорят мне это. Белорусы как бы больше казали бы, расповедали о курапатах, о ахвярах христианских, о том, что Беларусь мает свою спадчину, свою историю, что это не Европа заходняя, и не Россия, и не что-то інше. То люди бы почули, зразумели, для чего люди змагаются. Вот. Это, думаю, головный выклик, так, в моем здании. А як вы особисто отчуваете себя в плане идентичности? Я отчуваю, потому что у меня есть шмат и польской идентичности, але я думаю, ассимилировался частково. У меня идентичность славянская, потому что я русин. Я ведаю, что это карикатурально зараз звучит, але я, як і історик гэтых часов, я ведаю, что в Речи Посполитой были русины. Была корона польская и Великое княжество Литовское. Были литвины, а литвины были русинами. Значит, что белорусины, украинцы и Смоленск, Псков, западнероссийские – это русинская народовость. А литвины – это держава, Литва. А в большем поенчу, зразумению державы, это уже лекс Полония, Жечь Посполита и так далее. Это уже скорина, коли был в Прадзе. Он писал Полоний, же поляк, але так само он был литвин, але так само он был русин, белорус. Так, белорусы, Украина. Так можно казать. Але люди у Польщи меня так часами трактуют как
белорусина. Хотя я кажу, что я из России, только по-белорусски размовляю, об этом, об этих подеях оповедаю, и люди думают, что это близко моему сердцу, и так меня трактуют. Але так само шмат людей кажут, что я крысовяк. Ведаеце гэта паняцце, гэта акрэсленне? Крысы ўсходнія? Ну так, что крысы ўсходнія, але в большем разумении, что там и Смоленск, и ёсць же так само, и с польского пункту взору понятие кресов, то, что это не только Волынь, Бжещ, Гродичизна, Львов, а это также и кресы на правды. Первая речь Посполита. Так. Смоленск, и Псков, Брянск, и Амаль до Москвы доходит. Так. Потому что вот Беларусь это не крест, это сердце аккурат, центр. А ці знаёмы вы с основанием смоленской мовы? Знаёмы с чем? С основанием смоленской мовы. Мовы я чуў, и штось такое есть, але я людей не чуў. Я калі был в Смоленску, все по-расейску размаўлялі, и один раз я ехал в Тернику, там была кабета, женщина, и она так, и трохи такая была говор, як бы белорусский, я ей зачал по-белоруску не размовлять, она сказала, не, россиянка. Але у нее был какой-то говор, трошки. Мабыть, это и было один из таких радзаев смоленской мовы. Я не ведаю, на жаль, хотя мне цікаво. Только з іншого боку, это может быть так само, как у Полищуков, так, потому что есть граница белорусско-украинская, они кажут на мешанки, можливо, и так само там смоленскую колись так размовляли. Можно сказать, что я маю смоленскую мову, там, белорусскую, с российскими вставками какие-то, альбо польским акцентом, там, потому что я по-польски размовляю и думаю каждый день. Я мешкаю в Польше, и это необходимо. А как вы ставитесь до идеи створения Смоленской республики? Когда мы казали уже об Межморью и так далее, то так сенс, моя так учтивая опиния, не маю сенс, не бачу сенсу в Смоленской республике, маю сенс в автономии. И в автономии в складе России, коли не ведаю, были лепшие часы, альбо в автономии в складе Беларуси, как бы что-то изменилось в огуле свете. Автономии Смоленска. И, на жаль, я же так само трохи мару там, о будучині, але люди зараз в 21 стагодии, они мало задаются этими загаднениями, этими меркованиями своей принадлежности национальной. И вся эта история с Донбассом, а зараз наоборот Белгород, Курск, люди просто могут перейти, податься. Войско, коли им ничего не зробит, то они могут свою идентичность утратить, я маю на увазе за 10 годов, за 20 годов, не зараз. И Смоленск это так само примежание, так, приграничье по-российску, в певном ступені. То колись было Смоленское княжество, сейчас от династии Рюриковичей. Зараз уже это, на мой погляд, не вернется. Але насамрэч автономия Смоленская, был проект автономии Плотской, Псковской. Я, когда занимался доследованием династии Балаховича, генерала, важного для Беларуси, але так само и польской истории, он же воевал на початку у России и был в Эстонии, там співпрацював з Лайденером, например. И было там часы осени 19-го року, лето-осень 19-го, было створение Псковской республики, Псковской народной республики, там был Иванов. Я думаю, мало кто об этом ведает, потому что в России не любят это вспоминать, это часы громадянской войны, там было шмат разных республик и незалежных урядов. И так само с Смоленском это могло повстать подчас кризиса. Іншие есть еще, я бы додал с истории, были проекты там Литбел, Литовско-Белорусская республика, проект типовой белорусской БНР, позднее БССР. И в БССР, коли я помиляюсь, вы можете меня поправить, але я памятаю, что некалькі дзён Смоленск был как столица БССР. Позднее Могилев. Это вельми важно. Это важно ведать в истории. И нават российцы, я коли еще там мешкал,
некоторые историки не были аж так супраць, так, у них там конфликт с Украиной и Россией больше, а в Беларуси так, ну, не зауважали. И нават часть из них признавала, так, ну, Смоленск был белорусский, я это памятаю. Я думаю, на этом тле можно як бы штосьці выпрацаваць. И, ну, але я бы не хотел поделить на Беларусь, там, на Литву и Всходнюю Беларусь. Так, лепей как бы был Смоленск просто автономию культурную имел, так як бы, потому что люди зараз там, якія живут, они об этом не думают в большасці. В большасці так, але ёсць людзі, якія думаюць пра гэта. Ёсць, ну, іх не шмат. Не шмат. Мабыць, будет больше. Ну, ведаеце, на захад Смоленской области до 24 года был в складе Могилевской губернии. Так. Ну, там, я не памятаю, якія были еще города меньшие. Чи Драгачын таксама был, чи не. Але там межи ввогуле змянялись. Я ж памятаю, в 1939 годзе, вядома, это была советская оккупация, там, не разумею, так само люди некоторые тешились, может быть, можливо, на Беларуси, але нема чему. Але там был проект с Белостоком белорусской. Не, вы не зразумели. Я маю на увазе Смоленская область, захад Смоленской области был в складе Могилевской губернии. Ну так. 24 год, и Сталин отдал Смоленской области. Ну там, ты там была часть, там был тогда Каганович, я на самом деле не ведаю, кто был в Белорусской республике. Ну, советской, радецкой. Ну, межи змянялись, наприклад, за часов Хітманата Скарапатского, так, украинской державы, перед Петлюрой, так, у них были аккурат Курский и Белгород в такой недокладной межи, але там входило, там ездили техники. Я памятаю, что, например, Махно такой был анархист, я у него об этом читал, и інших крыніцах, что можно сказать, что это была Украина, как сегодня Курск, так. як самому Смоленск. Добре, дякую, Антось. Було цікаво порозмовляти з вами. Дякую. Так само. Я маю на увазі, що цікаво відповідав, тому що я не політик, моя опінія, може, не так вельми важна, але у мене продки за Смоленської шляхти, це один з речей, яка побудила мене білоруську мову вивчати. Хоча я так само і українську ведаю, там, і зараз, відомо, польською. Ви добре розмовляєте по-білоруську. Ну, дякую. Но я бы сказал еще, я бы додал, потому что я памятаю, 10-9 годов тому Лукашенко говорил, то, что часть Смоленской, Псковской, Брянской области, это была колись Беларусь. Что нават и он так поведал. И он там вельми цікаво и неоднозначно казал то, что это непокоиться трэба вам, казал российскому боку. Я вам могу рассказать такую историю, что колись Лукашенко Путину мовіў, что Гагарин сапраўдны беларус. Ну так, там аккурат с Гагарином то дивно, потому что это больше российское назвисько, так, призвище. Хотя все может быть. Але Гагарин походил с местовости, якая зараз называется Гагарин. И это уже была такая местовость уже российская, там, то есть уже на всход, уже не белорусская. Але это было в складе Великого княжества Литовского. Не, это так. Я сегодня мы уже размовляли, потому что там была часть Калуги. А что еще цікаве? Ну, коли мы говорим о языке, о мове, так, о мове, о межах, я вибачаюсь, что я маю язык не тільки з российского, больше с польского, язык. И это все у меня такая смоленская мешанка у меня зараз. Але есть певные слова в мове белорусской, які, насамрэч, польской так само, например, шопа. Это больше нават польское слово шопа, это як бы не казар, это кошар, шопа по-российски сарай. Вот, у Польши я бачил это слово, чуў шопа. А под Калугой есть местовость Шопина.
І ну, в расійскай мове няма гэтага слова шопіна. І гэта назва мясцовасць там або не Шумлевічі, штосьці такого я бачыў таксама недалеко Юхнова і іншыя на Віч. Чили гэта таксама назвы гарадоў малых і мясцовасцей в области нават Калужскай. Там не только Смоленская, Брянская і Калужская таксама ёсць. Гэта вельмі цікава. І Псковскай таксама ёсць на поўдні, а на паўноцы ўжо не. На поўначы уже там альбо расійская, альбо тевтонская, калісьці, мабыць, там была. І так далей. Ну, вось, і гэта топаніміка, назвы мест, рек, таксама размовы людзей, вымовы, гэта вельмі важна. І ёсць людзі, я верю, якіх ёсць такое паняцце смоленской мовы, альбо хотя бы смоленской говорки. Я еще бачил где-то в интернете, что у Смоленску есть какая-то группа белорусов, якія такие были пробелорусские, про как бы позиции так само белорусского национализма нават. Не ведаю. Зараз, мабыць, они уже не дзейнічаюць. Але в 17-м году это было еще. Штосьці такого я не знайшов. Что они робили? Не ведаю, што рабілі, мабыць, только каментары пісалі в інтэрнэце, але і былі якія-то групка, беларускія нацыяналісты Смоленска, так назывались там такі. Хотя, ведаеце, я таксама думаю, меркую, тому што ёсць і правакацыйныя групы, якія наадварот акурат шукалі людзей, якія бы гэтага хацелі і там удавалі іх. В России этого шмат, не ведаю, як на Беларусі зараз. А вы ведаеце, што в Варшаве была створена Смоленская рэспубліка? Об этом я насамрэч не ведаю. Я штосьці чуў, але гэта не ведаю. Можете вы зараз апаведаць об этом? Была створена, так, год тому. Конституция уже ёсць. Ось Владислав Живица с Яном Рудиком. И Сидоров там еще такие. И они таксама з Смоленска паходзяць, так? Ян Рудик не, Ян Рудик он беларус, а вось Сидоров и Живица так маюць смоленские карані, наколькі я ведаю. Ввогуле я чуў штосьці такое, але не ведаў ввогуле імён людзей. І по размове з беларусамі знаёмымі. Там, а ў беларускам руху шмат таких таксама незразумеласцей. Там, напрыклад, былі какие-то не нацыяналісты, а не памятаю хто, они палілі разам з Лукашенко партрэты здымкі Ціхановскай, напрыклад. А ёсць такі больш праеўрапейскі. Ёсць мои знаёмыя, я нават ведаю людзей з БХД, беларускіх хрысціянскіх демократаў. Их такая таксама более традыцыйная пазіцыя, нават пропольская. Але я думаю, что они и так само трошки памяркованыя. Шмат таких людей з Беларусі. Ось. На тему Смоленской Республики это цікава. Я чуў еще штосьці, что просто не хочу, как бы это была байка, потому что в интернете шмат чего не справдено. Але я чуў, что с концу 90-х были какие-то люди, якія хотели бы там смоленскую неподлеглость, незалежность. Але не ведаеце, это правда. Можете вы зараз подтвердить, альбо нет. Смоленску не ведаю, але были такие спробы в памежных районах Смоленской области, то есть на заходе Смоленской области, такие как в Шумячах и Славичах, так, там такие были суполки, которые хотели долучения до Беларуси. Так, Мабуть, об этом мова была так. За заходними районами. Это было. Ну, у меня уже, я нават не хотел бы там о своих всех корнях казаць, але что з-пад Смоленска, з полудня, але гэта неподалеко самого Смоленска, и есть где Юхнов, это уже межа с Калужской, уже там трошки далей. Але я мешкал в Москве, у меня были уже из-под Тамбова так само один из краін, больше российская. А Смоленска это вот аккурат там белорусско-польский, там такі нават цікавы
Хотя я зараз припомнил то, что я бы хотел еще сказать на тему смоленской шляхты. Это вельми романтичная, вельми более романтичный проект, чем смоленская автономия. Я думаю, потому что все-таки шляхта, не каждый человек, каждый бы хотел иметь корони, не каждый ведает докладно, не каждый ведает, может быть, и был шляхта якой польской, чи белорусской, те это уже были московские бояре, там были разные люди. І, напевно, я, так як і інші, ми маємо мішання, мішанку, що люди змішуються. Це нормально, це асиміляція. Але коли не Дивулинский разым, Дивулинское перемирие, а была еще позднее война Смоленская, так называлась, Смоленская война, поміж Литвой и Речью Посполитой и Москвой. И там уже Романовы трошки себе территории забрали позднее. Была часть польской шляхты, якая засталась уже там, и это были так само мясцовые. Там могли быть больше такие белорусско-русинские шляхты, якія не были пророссийские, але так само не были аж так пропольские, там уже застались там служить. Частка змагалась до апошняга, альбо частка просто уехала на Литву, далі на Беларусь. А частка в России была примушана перейти в православие, потому что среди них были католики и уніаты уже тогда. Это так само цікаво, потому что на Беларуси было шмат уніатов. Не были католики, але это не были российские православные. И есть нават российские даследования, когда бы только я памятал назвіска, я бы зараз поведал. И частка этих шляхтичей была переселена амаль не до Башкирии и до межи всходня-полудневой России. Ну и там уже, напевно, они помешались с россиянами, с татарами, с іншими. Такие так само было. Не все застали Смоленску. А Москва имеет такую тенденцию, что аккурат своих вселять в новые земли. Так было, например, с Донецким, Донбассом. Там же шмат советских людей позднее были переселены туда. И так само в Латвии до дня сегодняшнего есть шмат российскомовных. Это не то, что они российскоговорящие. Это на самом деле люди с ментальностью не латвийской. И я ведаю там несколько особов, так само по-российски говорят, нормальные люди, нема проблем. Але есть и типовые там и советские, и империалистические кадры. Вот. Так само и Смоленск. Это вельми цікава тема, але у меня есть трошки такая кропля пессимизму, потому что там, напевно, шмат смешанных людей уже, и переселенных так само. Так. Але есть надея, и есть история, якую варто ведать, когда люди интересуются этим, могли бы больше ведать о себе, больше о своих продках, и лепей попросту чуть себе в життя. Я бы так скончил нашу размову, коли ласка, и потому что человек в 21 стагодии, он страчивает себя поміж новых идеологий, поміж такого, я бы поведал, не консервативизму, а не ведаю, в час эпоху интернета и латвых заробков человек он не мает аспираций и мет в своем житию. На этого еще доходят эти империалистичные войны. И люди впадают в депрессии, в непоразумение. Когда человек... Я не какой-то радикальный националист, так? Але я шаную традицию, я цікавлюсь своими коренями, и для этого мы размовляем зараз, и я маю іншие видео. И маю на увазі, что каждый человек повинен ведать, кем были его продки, что они робили, на какой мове размовляли. Могут быть разные продки, нема проблем, человек может быть метисом. Але шановать себе и шановать соседа. И не входить в империалистические идеи, какие там, на жаль, зараз в России, не американские идеи, какие-то еще. Потому что малые народы имеют право на існування, малые группы, малые автономии могут існувати в союзе с іншими, так як Міжмор'я, який проект я надаль уважаю, лічу добрым, только трошки романтичным. И человек, коли ведает, кем он есть, ему лепей жить в этом житті.
Ну і я думаю, што варта не хадзіць як ані савецкі чалавек с колхоза, а не ведаю, западный, слишком капиталистический, а не азиатский, я имею в виду китайский, маю на увазе, быть рабом корпорации, систем. Варта чуть себе, да, як если шляхта, то таким являешься. Мабыть, мещанин, але мець гонор і годнасць. І гэта вельмі важна для беларусаў, я думаю. Беларусы занадта памяркоўныя, таксама смаленскія беларусы. Трэба верыць себе, шанаваць себе і любіць. Я бы так закончил. Дякую, Антось. Было вельмі цікава. Спадзяюся, можа, яшчэ паразмаўляем. Мабыць, я таксама дзякую. Ну, дякую. Да пабачення. Дзякую таксама. Да пабачення.